обращаюсь, сторона, у вас есть вопросы к представителю президента и кабинета министров? Да, у меня есть вопрос, Пожалуйста. Ваша честь. Вы в первой части сказали, что ограничения, словосочетания, принятые по существу, это ограничения, что они недопустимы. Я правильно вас понял? Нет, я сказал, что есть судебные акты, пересмотр которых должен касаться не только вынесенного по существу дела, а и судебных актов, которые предшествовали вынесению этого решения. По-моему, я так высказался. Что... Внеся изменения в 268-ю, признав неконституционной норму в словосочетании, заключающейся принятые по существу, Конституционный суд сказал о том, что по вновь открывшимся обстоятельствам можно подать заявление на любой судебный акт. Он не сказал на любой, он перечислил перечень каких-то актов, если взять описательно мотивирующую часть решения. Вот я вам и объясняю о том, что, естественно, Конституционный суд не перечислял ничего, это сделал законодатель. Любого тоже не было. Это сделал законодатель. Я говорю о том, что Конституционный суд дал право обжаловать, подавать заявление по вновь открывшимся обстоятельствам на все судебные акты. В нашем случае судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам давал нам возможность, вы говорите, по существу у нас есть такое право? Конечно же есть. Но зачем? Если сфальсифицированное заявление, поданное кадастром и мэрией, было бы рассмотрено по нашему заявлению по вновь открывшимся обстоятельствам, а у нас есть все доказательства, с архива были подняты все документы, это заявление было бы отменено. Тогда не было бы, тогда, вот замечательно, мы в правоохранительные органы тоже обратились. Дело принято, это отдельно, это Конституционного суда не касается. Я сейчас говорю о том, что нас лишают права, предусмотренной Конституцией, права на защиту. Вы говорите в первом случае, что ограничения недопустимы, что Конституция нам это все гарантирует, и тут же говорите о неком ограничении, о некоторых ограничениях. Ваш отказ из Иркутского областного суда. Нет, мы сейчас же не об этом говорим. У меня вопрос. Допустимы ли ограничения 200 пункта 2 267 статьи, допустимы ли эти ограничения? Они состоят всего лишь из 4 пунктов. Допустимы ли ограничения? Если законодатель конкретно говорит, что это допустимо, поскольку законодатель ссылается, что все вот эти решения вы можете, по тем, которые здесь не указаны, вы можете обратиться в вышестоящий суд, тогда и мы вот считаем, что это допустимо. Все, спасибо. Тогда у меня к вам еще один конкретный вопрос. Решение от 17 марта 2021 года Конституционного суда было принято по заявлению, которое касалось второстепенный акт, о которых мы говорим. Заявление по восстановлению пропущенного срока. И это заявление в этом перечне отсутствует. То есть сложилась абсурднейшая ситуация. Человек, выигравший в Конституционном суде процесс, где ему дали Конституции, Конституционный суд дал право обратиться в суды общей юрисдикции с таким заявлением, опять упирается на этот ограничивающий пунктом 2 статьи 267 АПК абсурдный перечень. Его там нет. Нет, ну видите, решение Конституционного суда написано от 17 марта 2021 года, что нормативное положение, выраженное словами по существу дела, противоречит тем-то нормам. Вы сейчас просто в угоду вашей позиции толкуете решение. Министерство юстиции, когда во исполнение данного решения разрабатывало проект закона, там есть специалисты, они подготовили этот проект закон, было общественное обсуждение. Это прошло 3 чтения, прошло подпись, внесло Кабмин, экспертизу прошло, Джогор Кенеш рассмотрел, президент подписал. И сейчас сказать, что это все закончилось абсурдом, я далек от этого. Я сейчас вопрос же не об абсурдности. Я сейчас говорю вопрос, что человек, выиграв в Конституционном суде, отстояв свое конституционное право на защиту,
не может в силу этого перечня, в силу ограничений, обратиться в суды общей юрисдикции. Вот о чем вопрос. Нет, я не могу же за его права говорить. Я в этом процессе не участвовал. Я ознакомился с решением от 17 Ну, марта, когда у готовился. вас нет ответа, просто вы скажите и все. Я же вас Я говорю, не я прошу. вопроса даже ни вашего не понимаю. Человек обратился в связи с тем, что у него был отказ в восстановлении пропущенного срока, а потом он не может обратиться. Потому Но что я в этом почему за его ограничивающем... действия должен как-то Да не отвечать за его перед действия. судом? Хорошо, последний вопрос. Вы не считаете, что 267 статья пункта 2 с этими ограничениями вступила в противоречие со статьей 268, где Конституционный суд эти ограничения упразднил, упразднив это словосочетание, принятое по существу дела, таким образом дав возможность подавать заявления на все судебные акты. 268 статья сейчас говорит о том, что все судебные акты, на все судебные акты можно подать заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. Сколько есть судебных видов, судебных актов гражданского административного судопроизводства? Я, честно, не знаю. Может, речь идет о 20, о 30. Ну, соответственно, законодатель берет те судебные акты и устанавливает перечень, исходя из того, что те решения, которые предшествуют или могут повлиять на решение по существу дела, и поэтому введен перечень. Возможно, его надо расширить, но я не знаю, но на сегодняшний день, если этот перечень, возможно, Нет, я обжаловать извиняюсь. Верховный суд, мы Нет, вопрос не был видим о том, что вы видите противоречие или нет. Все, вопрос только в Нет, этом. не вижу. Да. Все, спасибо, у меня больше нет вопросов. Есть еще вопросы? Есть вопросы? У нас нет вопросов. Самат Кыштовекович, есть у вас вопросы? Вопросов нет. Присаживайтесь. Извиняюсь. Уважаемые судьи, есть вопросы? Извиняюсь, присаживайтесь. Позиция понятна.